представляю здесь не только Федерацию тенниса, но и Федерацию спортивной борьбы, как исполнительный директор Академии борьбы. Федерация спортивной борьбы и Федерация тенниса Республики Северная Осетия Алания ежегодно совместно с Министерством спорта организовывает и проводит чемпионаты, первенства республики, а также всероссийские соревнования по данным видам спорта. Что касается вклада президента Федерации в развитие данных видов спорта, то хотелось бы отметить то, что президентом Федерации спортивной борьбы является наш титулованный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион Махарбек Хадарцев, который внес очень существенный вклад в развитие спортивной борьбы, построив Академию борьбы, на базе которой имеется 8 борцовских ковров, 5 открытых теннисных кортов. На территории этого спортивного комплекса борьбой занимаются абсолютно бесплатно дети, а также там занимается сборная команда субъекта нашей республики. Хотелось бы обратить внимание на статистику по Министерству спорта. Согласно статистике, за последние 5 лет показатели динамики среди занимающихся физической культурой и спорта уменьшились. На это сказывалась пандемия, но на сегодняшний момент показатели, если мы на нее посмотрим, начинают потихонечку выравниваться и подниматься наверх. Но вызывает озабоченность динамика присвоения, соответственно, выполнения нормативов требований Министерства спорта России по званию мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта спортсменами из ФСУ Алания. Исходя из данных показателей, мы видим неблагоприятную динамику республиканского спорта, и на сегодняшний же день также к негативному фактору относится то, что некоторые спортсмены из Осетии перешли в другие регионы. Как вам известно, на Олимпиаду в Токио из Осетии поехало 8 воспитанников. Но всего лишь один из этих спортсменов представлял только Северную Осетию. Все остальные спортсмены представляли ее с параллельным зачетом или вообще не представляли Северную Осетию как регион, который им дает какую-то финансовую поддержку. Учитывая тот факт, что ФСУ Алания является одним из ведущих борцовских регионов России, и мы видим, как постоянно возрастает уровень конкуренции со стороны других ведущих борцовских регионов, можем взять также конкурирующий с нами борцовский Дагестан. Спортсмены, представляющие данный регион, 80% на соревнованиях представляют только Дагестан, и с параллельным зачетом у них бывает уже второй регион. Однако наша республика, к сожалению, у нас бывает все наоборот. 80% спортсменов представляют первый регион какой-нибудь там Москва, тот же Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург, а вторым зачетом идет Северная Осетия Алания. Республика наша является республикой-донором, с учетом того, что спортсмены наши переходят уже на юношеском и на юниорском этапе. Таймураз Русланович, вы сказали о том, что вопрос хотелось бы решить на уровне Министерства спорта России, чтобы можно было спортсмена закреплять за регионом на уровне мастера спорта. Да? Но на сегодняшний момент наши конкуренты, они начинают забирать спортсменов где-то на юношеском этапе, это в районе до 16 лет, когда не все требования ЕВСК мы можем выполнить и присвоить мастера спорта. Также хочется отметить на дзюдо. Один из титулованных спортсменов, Инал Тасоев, представляющий ранее Санкт-Петербург, Северная Осетия Алания, насколько нам известно, сейчас переходит за город Москва. И на играх в Париже, если у нас все будет хорошо и нас допустят до Олимпийских игр, мы увидим ту же самую картину, которую мы видели за Урбеком Сидаковым. Наш соотечественник, наш воспитанник, но будет представлять другие регионы. Вот. Это очень большая проблема, которая стоит на сегодняшний день у нас в остинском спорте. Также хотелось бы отметить то, что ежегодно в Министерство спорта федерации подают календарные планы. На наш взгляд, эти календарные планы формируются немного неправильно. Каким образом? То, что мы подаем туда и первенства страны, и зональные первенства, и чемпионаты, но однако в региональном календарном плане этих соревнований не бывает, если они не проходят на территории Республики Северная Осетия Алания. Соответственно, вопрос финансирования встает у нас уже неоднократно по тому, чтобы мы могли командировать спортсменов на те или иные соревнования, с учетом того, что спортсмены чаще всего выезжают в долг.
Вот, поэтому эта проблема стоит остро у нас, и хотелось бы, чтобы мы как-то пришли к одному общему знаменателю, и этот вопрос уже был исключен.